По итогам 2019 года Башкортостан занял первое место в России по производству кумыса и второе по поголовью лошадей, первое у Якутии. Ежегодно Республика Башкортостан производит 8,9 тысячи тонн конины. Для сохранения национальных традиций коневодства в Башкортостане предусмотрели меры государственной поддержки в части производства кумыса, проведение подробных испытаний племенных лошадей, приобретение племенного молодняка. Общий объем средств из бюджета республики, направленных на эти цели за 3 года, 19, 20 и 21, в совокупности составит 210 миллионов рублей. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Баймакскому району в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Мына бұл яйлау енді біздің департала. Мұнда әлік еуіне мен өтім сана айтқан әдүштәнік. Сүйірек бұл яштан аттар яратайын. Біз Баймақ білен побратимы. Ну, достар, Баймақтан келіп ерейдары, делегат Сабан түйдарда. Онан мұнда бит колледж бар. Олардың студенттары бізде практика өтелер. Шунан, ұшлар. И біз, мен әйткейіні бірімейді. Яшылығыма қайтып, аттары қайтыға. И глава айтты, мұнады, аламарақ заманда болғайынды. Аттар ел, сөздері әйткейінің Аллахың малы. Вот шына алғайдым. Вот ейлауды ферма бар менің Татлыбайда. Бұл келіп шыға 5 жыл келіп шыға ватасынан. Ну, КХФ организайттық бұлтыр, рахмет. Бұлтыр декабрда. Деді, қазір сіздің мен құрылтайда делегат деймін. Одақасында іш құрылтай. Сіздің өздерді ішке әйттігі, башқұрттар қайтығызын түгейді. Бұна бірінші башқұрды. Іше біләхім нәрсе. Егіттер мені. Мен онда замначальник управления башлайым. Көп егіттерді ішке қатындар ұрластырғайым. Мен айтам, вот так егіттер қыздар қойтабы. Ол айты, Ғариф, сіз бізді бұнда алып келдіңіз. Барығыз, қарағыз, құндан өсек. Үйлесіңіз. И, не, біз қойтабыз дейінілер. Вот так что, вот сондай халдар. Это вот автоматически такая? Это доловали автоматически, раньше руками доили. Она более-менее, ну, конечно... Сколько минут на неся минут тут обратно? В зависимости 5-10 минут, да. В зависимости, это и пасан. Вот. Качество кумыса зависит от чистоты. Чистоты. Рук нету, все чистенько, аккуратненько, ничего не пахнет. Там же брожение очень много. Да, поэтому. Видишь, она горячая, да, все, не умывальниктар. Ну, бұлты икенсе линия, әлі пока аттар ел, қылындар ел. Шуңа көре 40 басты хава бұл. Иде. Бұл әдігі вақытта. Қылындар әдірек күрейіп, қысқа кісін. Бұны адақтан құт қая бары? Бұл құт қая бары? Реализация куда? Бұл құт, бұнда күмісімізді бары. Тәмді қарағыз, может? Қарайым. Әлбетте. Адақтан қая бары? Бутылка? Бутылкаға. И обычно бұннан уже келіп алып кетелер. Кіші білген. Уже. Беліп алғандар, Ради Фариш. Сибай, Баймағаранда көрсеткен машиналар еніп алып. Дальнобойщиктар еніп алып кетелер дейді. Онда мен ядып қойдым. Не спеши, юлда, не спеши, зайди, купи, а попробуй кумыс. Я сказал, бітәлі, ой, молодец дейлер. Ну, тегі кабель тамы бар. Қылған. Кормовая база именно қылғанның особенности. Шоның тамы бар. Мына дрыгын әйткенде, вообще, бұл неге добились бик ұзақ елдар бойында. Ішләні келіп сықмайды. Бұл үләнден, үлән енді. Үләндім дейінен. Октябрьға теклемі? Yok, сентябрьда бітіреді. Уже бітіреді. Бітірге, ойлаймыз. Ну, посмотрим, несек ел келейінді. Әгер елірақ болса... Язда қасан башлайсыңыз? Майда ма?
Майда. Майда уже. Ну, теге Майдан аларынан башлайбыз енді. Основной 25-нен. Пока подготовка, закваска, Прекрасно. она настоящая. Настоящий. А чем пахнет, Радифрид? Ковылю. Ковылю. Прямо это. Хочешь пока? Спасибо, я молоко не пью. Мана кемесе шел коронавирустан қорқмай. Дүржеті, міне мен өзім. Профилактика. Әлі қойдарда жүрдім, бітті әсерлі бітті. Зор рахмет тебе. Рахмат. Викторовна. Радифридович, а у вас молоко, вот то, что вы сейчас пили, пахнет вашим детством? А нет, а как-то я не помню, что в детстве молоко мы пили. Я прям даже помню, у бабушки стоял, мне в кружку она доила. А вот кумыс у нас как-то в деревне, я не помню, что это кумыс. А тут, вот, ну, не знаю, вот просто не помню. Вкусно? Очень вкусно. Самое главное, полезно. Полезно. Сколько кеше мы дошли? 6. 6 кеше. Ну, қойбақ, ей еткенде 8-ге етті. Қылымдар, яс қылымдарды қарар үшін. Малат яқты. Олар таралыра ярата. Шуңа көре. Күні түні. А мына несе бутылканы нашли күн сайын? 120 вот Литрінде. Литр сыға. 300 бутылканы дошли. Ну, шул самасыға. Ну, бля, экономика келіп саған екім. Несіксе это? Дұрын әйткенде. Ну, неме, несіге, мен әлі, біз мұна ойлаймыз убойный цех, уже шлей башланың енді договор түзілік. А мы по убойным цехам там какие-то договорились? 50%. Договорились вот эти поддержки. У нашего варта, я. Мен организация даже обнял бы. Мен бітдәхін бұнда өдімнің уақсаға. Біз әйткен 50. Біз халалды ішлейбі. Халық қырағай халалны дейіп. Ну, бұна қағарың вирусы әдіректі қайны. Халық әйткәне, халық деген малны в живом весе, мы да алларды кетерлер. Да, любой цена берерлер. Да, елағылар келер, знаете. Вот қарап тұрған, блин. Нам надо, вот все равно, вот я думал, какую-то переработку здесь все-таки начинать. Да? Думаешь об этом? Да. Вот именно в Баймакском районе. Владимир, вы готовы у себя посмотреть материал? Ну давайте вот мы прямо отдельно это обсудим, поручение сделаем. В Баймакском районе глава Башкортостана Ради Хабиров провел выездное совещание в формате «Сельский час». Основной вопрос, волнующий местных жителей – коневодство, спортивное и продуктивное. Хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар. Без бүген Баймакта эшләйбез. Монда халыкны тырышып эшләй инде. Ялап, монда күп кенә проблемалар йылды. Шуңа ул хакында да уйларга кирәк безгә. Авыл хуҗалык тарафында. Уважаемые коллеги, мы сегодня традиционно договорились, часто меняем места проведения сельского часа. Сегодня мы работаем в Баймаке, наверное, это и справедливо. Как Баймак один из самых, наверное, районов, наиболее эффективно развивающих коневодство. Так? Поэтому, наверное, это и правильно, что здесь собрались. Вообще вопросов здесь в районе очень много. Они выходят из-за пределов нашего сельского часа. Вот мы сегодня целый день работаем. Давайте тогда пойдем по повестке нашей. Ильшат Леонидович, пожалуйста, информацию дайте. Значит, мы ведем достаточно хорошую работу по племенной работе нашей башкирской породы. Значит, у нас в центре это 119-й конезавод, собственно, здесь присутствует тоже. И у нас Учалинский район, Баймакский и Абзелиловский районы. Значит, далее, по вашим поручениям, мы сделали механизмы, все, что просили коневоды. Первое – это испытание. Значит, если спортивная лошадь держит на Акбузате, затраты достаточно высокие, мы субсидируем испытания, то есть для получения документации и выявления лучших по генетике спортивных лошадей. Второе направление – мы поставили субсидирование кумыса. Это нам необходимо было, первое, вывести всех в белую зону, потому что кумыс, как правило, не проходит через торговую сеть, она продается из рук в руки. Вот мы сегодня видели, приезжает. Объем документов в прошлом году сдали достаточно большой, отработали механизм, где-то мы там 2-3 рубля заплатили за литр кумыса. В этом году также это направление работает. Приобретение лучших по генетике лошадей и привоз его в республику. В прошлом году купили 46 спортивных лошадей, в том числе
и орловский, и английский. Это тем самым мы в республику подводим хорошую генетику. Ну и возмещение затрат на племенных животных, потому что без племенной работы, соответственно, мы не сможем дальше развиваться. Значит, у нас лошадей много покупает, это соседняя республика, это вот появилась Челябинская область. Значит, в молоке и в мясе, наверное, рентабельность не очень высокая. Спортивная, к сожалению, она в принципе убыточная. Здесь могут себе позволить только, наверное, те компании, которые берут, значит, доход из других мест. Спасибо. Об опыте работы в продуктивном коневодстве. Байбулатов Газиз Булатович, пожалуйста. Добрый день. Здесь, в Баймакском районе, у нас на данный момент существует только один племрепродуктор башкирской породы. Вот почему так вышло. И так как вот исторически в Заурале разведение лошадей было приоритетным, не коровы, не овцы, а именно лошади. Самая большая численность лошадей. Здесь, в Баймакском районе, в Абдилиловском районе, в Баймакском районе только один племрепродуктор. Финансирование племенных хозяйств, ну я не знаю, как сейчас, но до этого в 2010 по 2015 годах наше хозяйство имело статус племрепродуктора по разведению башкирской породы лошадей. Ну, в 2016 году я принял решение отказаться от данного статуса и продлевать племенное свидетельство, так как не было факторов стимуляции. А именно за 5 лет субсидий на племенное коневодство в мое хозяйство не поступало. Ну вот, по кормовой базе у нас вот ежегодно в нашей зоне приходится закупать корма. Вот для примера, я в 2019 году производил закупку кормов в Архангельском районе. Было куплено около 5 фур сена. Одна фура вмещает 34 рулона. 3-4 рулона, один рулон 1000 рублей. Итого 3-4 тысячи рубля сена стоит. А перевозка до хозяйства стоит 25 тысяч рублей. И в итоге один рулон у меня выходит 1800. Это очень дорого. В Баймакском районе нет переработки конины. И почему-то нет госзакупок в Башкортостане конины. Для нужд образовательных учреждений. Потом питание в лечебных учреждениях. Например, кумыса в лечебном учреждении по Зауралью тоже, в принципе, закупки не ведутся. У меня, в принципе, вопросы закончены. Давайте так, значит, проработать вопрос о племрепродукторах и о поддержке их. Там, Ильшат Ильич, заложим туда на первый год, да, вот он о чем говорит, я посчитал, у него одна фура 180 тысяч, на 5 умножаем, мы его там каким-то субсидиям могли даже кормы помочь. Миллионов 5, наверное, там заложим, так? Вы это делаете, а потом будем разговаривать, так? Я имею в виду с Минфином. Договорились? Спасибо. По кормовой базе, знаете как, здесь тоже нам, надо чутким друг другу, что ли, быть. Случись такая беда, да? Значит, более гибко будем реагировать, какую-то небольшую денежку давать, речь-то о совсем небольших вещах. Теперь по продукции, по переработке, давайте этот вопрос обсудим. Алексей Николаевич, у нас там конину-то мы можем в школьные столовые поставлять или нет? Владимир Федорович, мы прорабатывали этот вопрос еще в том году. Здесь вопрос, конечно же, ценовой политики. Если будет возможность поддержки Минсельхоза с точки зрения уменьшения закупа для операторов питания, то этот вопрос мы готовы рассмотреть, потому что все-таки есть некая ценовая планка, за которую мы перейти не можем. А мне просто чисто, детишки-то будут у нас кушать конинов? Разные же есть и разные подходы. Владимир Федорович, мы пилотно можем попробовать, потому что мы на сегодня в меню несколько национальных блюд ввели, пока отторжений нет. А скажите, а в больнице, например, если в больнице? По поводу больницы, там все-таки у них питание этическое, поэтому я думаю, что конина там как раз будет приветствовать. Здесь нужно нам будет с диетологом консультироваться, мы это сделаем. И коллеги мне подсказывают, что как раз именно кумыс, в школе, к сожалению, он запрещен, потому что там есть этанол, а активно он используется в противотуберкулезных клиниках. Это мы с Минздравом отработаем. Значит, смотрите, вы мне представьте, пожалуйста, картинку по конине. Тогда, Алексей Николаевич, сделайте мне, пожалуйста, анализ, как бы вы себе это видели, да? Конину немножко может подтолкнуть в этой части, особенно там, где мы можем рулить, как говорится, либо это школьное питание, либо 2 недели вам срока хватит, наверное, да?
Да, конечно. Да. И вот по переработке, давайте вот, коллеги, здесь все обсудим, вот в Баймаке переработку, что нужно сделать? Вот мне бы как было просто, если бы вы, вот, значит, Фердавием Гарифовичем объединились бы вдвоем там, или кто, собрались бы и сказали, мы хотим сделать цех по переработке конины какой-то и так далее. Пришли бы ко мне, например, или пришли к Ильшату Идушеву и сказали, слушайте, дело тяжелое, риски большие, но мы подписываемся при условии, вы нам даете вот это, вот это, вот это, вот это. И мы в качестве какого-то индивидуального, моим распоряжением даже, ну, индивидуально бы мы могли сделать, понимаете, мы существенно могли бы вам помочь такой переработку. Существенно. Если начнете здесь быстро строить, мы вам там субсидию большую дадим и на инженерную инфраструктуру, и на оборудование, и так далее. Давайте через месяц вернемся снова прям по коневодству, всем блокам. И Алексея Николаевича послушаем там по закупкам, там послушаем спортсменов, вас послушаем по субсидиям, что бюджет послушаем и так далее. Хорошо, коллеги, я тогда предлагаю завершить нашу работу. У нас еще программа впереди, у меня насыщенная в Баймаке. Поэтому, коллеги, всем спасибо большое. Тогда работайте по вашему графику. Все, до встречи, работаем. Радий Фаридович, сельский час был непростым, но очень интересным, содержательным. Проблемы поднимались актуальные. Ну, как раз рассматривали коневодство, мы его уже один раз рассматривали. Вот, на мой взгляд, в чем преимущество, почему я сельскими часами занимаюсь, у меня все, вот час промышленность есть, потому что это системная, постоянная работа. То есть нет такой, что мы что-то пообсуждали, решение приняли, забыли и так далее. Мы постоянно, потихонечку, шаг за шагом решаем вопрос. Это процесс непростой, он не быстрый, но и так далее. А сегодня, вот, мне кажется, мы проанализировали уже, мы там субсидии определенные придумали для коневодов. Где-то мы, может, в точку не попали, да? Они просят немножко по-другому им помогать. Ну вот так.